Армысыздар, казах Туран елі. Прежде чем начать наше видео, поддержите нас, национал-демократов движения Туран, патриотов страны. Подпишитесь на наш YouTube канал Туран Казахстан. Так вот, в Швейцарии 15-16 июня пройдет большой саммит мира, связанный с войной и вторжением России и Московии в Украину. Более 80 развитых и стран, стремящихся к демократическому развитию, собираются в Швейцарии. Это, на мой взгляд, большой международный форум, в котором страны будут решать глобальную проблему, связанную с установлением мира в Украине, будущем Европы и всего человечества. На этом саммите многие страны определятся со своей позицией и покажут свою истинную независимость, будут решать вопросы мира. Как я знаю, токаевские пропагандисты в лице Данияра Ашимбаева, такого политолога, как в свое время был Соловей Назарбаева, Ермухамед Иртыспаев, как бы проговорил этот Ашимбаев позицию Акарды, позицию Токаева по данному саммиту. Ашимбаев оправдывает отсутствие Токаева, Казахстана на этом саммите как то, что якобы не будет никакого решения в связи с отсутствием самой Московии. Но вы все должны понимать, что когда идет такая война с массовыми убийствами украинцев, нарушаются международные нормы, ежедневно бомбят мирные города и население Украины, гибнут мирные украинцы, и где Путина считают международным преступником, многим политикам и лидерам ведущих стран мира, наверное, было бы некомфортно сидеть рядом с Путиным и здороваться с ним, у которого руки по локоть в крови. Да, и как мы все знаем, Путин не хозяин своим словам. Договариваться с ним бесполезно. Путин нарушает все договоренности. Интернет вам в помощь. Где он, помните, где он говорил, что не будет аннексировать Крым. В 2004 году это было интервью, Путин сам говорил об этом, но позже, как мы знаем, в 2014 году Путин аннексировал Крым. Было отторжение Донбасса и Луганска. Да по многим вопросам. Так вот, несмотря на то, что Казахстан во многом зависит, особенно экономически и политически, от Московии, все же я считаю, что Токаев просто обязан принять участие в саммите мира, реально показать независимую и нейтральную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам Центральной Азии в городе Харьков дал понять это Токаеву в том числе. Я не хочу, чтобы мой Казахстан был послушной марионеточной страной, управляемой из Кремля, и находился на задворках мировой политики. Я не хочу этого. Токаев очень часто ездит в Москву, в Кремль, на парады, на всякие международные экономические, петербургские форумы, встречи и так далее. Так вот, пришла пора Токаеву реально показать свою независимую позицию и поехать в Украину. Не в Украину, а хотя бы в Швейцарию, где бы он показал свою независимую позицию, вернее, не свою, а позицию независимого Казахстана. Это очень важно. Меня, как гражданина Казахстана, это очень сильно коробит, что казахов не будет на этом форуме, если вдруг Токаев не поедет туда. Я не хочу, чтобы Казахстан ассоциировался с Северной Кореей, Ираном, Кубой, Венесуэлой и другими одиозными странами. Мы, Казахстан, строим демократическое, правовое, светское государство, поэтому Токаев быть там просто обязан. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube канал Туран Казахстан.